А, плюсы местного телевидения. Плюсы. Что смотрите, в принципе? Если плюс, это, наверное, то, что вам нравится смотреть. Мне всегда нашему телевидению хочется предложить вот эти все-таки развивающие программы. Они делают, на мой взгляд, я не знаю, может быть, и телевидение очень сильно зависит от каких-то вот рекламных вот этих моментов, но когда и в какой момент они решили для себя, что слушать новости отрицательные ежедневно, это здорово. Я же перестала смотреть новости наши. Я смотрю, вот я ориентир какой беру, 23:00 по Аригусу новости, да. Я понимаю, что либо мне надо спать идти, либо протянуть еще, сходить там что-то поделать, вернуться к погоде. Вот это я себя на этом поймала, да. Ну, телеком новости я в принципе не смотрела. Как-то вот к Оригусу больше. Но я больше не могу это слушать. Ну, это невыносимо. Но это понятно, что везде все разбиваются, везде все тонут. Это же не новость, это же не происшествие, это жизнь просто. Ну, бьются, да, бьются все на машинах. А что ты сделаешь? Ну, не надо делать об этом. Ну, сделайте вы колонку ЧП, там, я не знаю, в конце какого-нибудь. А где мероприятия-то, где вот эти все действительно какие-то солидные вещи? Ведь они же даже из какого-то совещания иногда могут сделать скандал. Вот скандал — это интересно, все. Не знаю, может, есть какая-то статистика у них, может, они же тоже как-то из чего-то исходят. Почему они выбор-то такой все-таки отрицательный больше делают? Потому что нас будут смотреть сегодня, потому что мы вот сегодня покажем там что-то. И мне нравится, что вот Аригус в какой-то степени сейчас начал такую политику каких-то проектов. Вот. Мы вообще с ними, я стараюсь с ними очень плотно работать, у них замечательные ребята там просто вот в самом коллективе. Но вот хочется, чтобы они освещали вот реальную какую-то жизнь. Да, у них есть вот эти какие-то акции, да, которые выйдем на улицу, да, там что-то сделаем, там, подарим книжку, надаем пузыри. Ну, это акции. Ну, у нас же ведь есть, и у нас есть культурные события, которые надо освещать не после прохождения, а перед. Ну, они же это боятся делать, потому что это реклама, и им за это не заплачивают. Вот, что будет спектакль. Я помню, ТВКом в этом году была «Библионочь» проект. Я считаю, что он в этом году прошел просто восхитительно, учитывая, что мы собрали в библиотеке 1500 человек на одну ночь. Это было просто шикарно. И ТВКом почувствовал, что вот пахнет чем-то интересным, и они приехали ко мне в момент подготовки за 2 или за 3 часа до. То есть я, грубо говоря, вообще еще нахожусь в парикмахерской, у меня там, значит, рабочую сцену ставят, все в таком вот антураже, все работает. И приезжает ТВКом. И говорят, мы хотим отснять, что сегодня будет «Библионочь». Но почему-то же им это стало интересно. Значит, это культурное событие, которое, во-первых, их привлекло. Они захотели сами себя пропиарить. Причем они мне сказали, вы никому не говорите, что мы к вам приедем. Я говорю, да, ребят, да, конечно. Но почему они не делают это постоянно? Ну, сделайте какой-то прямо информационный блог. Я не хочу пропихивать культуру. То есть я не хочу сказать, что вот я здесь работаю, значит, я сейчас здесь буду всем говорить, что все такие плохие, телевидение, культуру не освещают. Нет, они должны это понять, что вот этого людям не хватает. Вот это страшно, что я хочу включить новости, да, и вот действительно узнать, что завтра там где-то будет какое-то мероприятие, что на площади состоится завтра вот это, то-то, вот это вот предвестник твоего дня. То есть, вот, так я завтра спланирую, вот, и мы вечером тут же всей семьей, да, обговорим, слушай, так завтра же там это мероприятие, давай с тобой сходим. Нет, у нас, во-первых, идет это все после, мало того, ты получаешь опять негатив того, что ты туда не сходил, потому что ты, собственно говоря, не знал, потому что, не знал, и все. И плюс ко всему, не всегда это еще и освещается. Вот вчера буквально осветили какие-то хоры пели в кварталах, да. Ну, я не знаю, кто это, секты пел или кто. Для чего это было показывать? Показать негатив, что наши какие-то службы упустили, что какие-то сектанты сделали какой-то концерт, или они не сектанты, тогда на основании чего они там так поют. И что все люди туда попали, извините, масса там росла, и вот это вот увеличилось какое-то неимоверное мероприятие. Вы для чего это показали вообще? Вам за это заплатили? Это реклама? Или что это? Ну вот непонятно. И у меня после новостей прям негатив. Колоссальный.
А вот эти вот маленькие передачки все, я тоже не вижу них смысла, если честно, нету за что зацепиться. Мне нравится афиша, вот она удобна. Но почему она не идет в ракурсе новостей, когда перед телевизором собирается, извините меня, такая толпа народа, да, дома, вся сидит и ждет 23:00. Но сделайте вы 3-4 минуты вот эту афишу, ворвите вы ее, вставьте ее сюда, и люди будут видеть, понимать. Вот. А если говорить о центральном телевидении, то, конечно, очень много всяких разных передач интересных, познавательных. Там как-то супруг меня тоже подсадил в последнее время на вот это National Geographic, вот эти все передачи, которые «Моя планета», там русские что-то «Мир», вот такие. Ну, я стараюсь смотреть, но не всегда получается. Там сложновато в этом плане. А новости российские, мне нравятся новости вот эти, которые без происшествий, или как-то они так называют. Вот там вот эти культурные все события такие интересные. Ну, вот это интересно. А наше телевидение, ну, не знаю, наверное, развивается как... Я всегда считаю, что чтобы развиваться, надо у себя в кабинетах собирать не своих сотрудников, а должны вот эти быть какие-то вот, я не знаю, как при театрах бывают, вот, как они называются, советы там, что же нам делать. И вот эти советы, они должны же быть вот с улицы люди. Ребята, вы как считаете? Вам чего не хватает? А у нас же этого никто не делает. Не знаю, кто-нибудь мониторит, вообще анализирует вот это желание посмотреть, чего ты хочешь посмотреть. Вообще не представляю. Но если мониторит, тогда я могу сказать, что 80% вам скажет, что эти новости, они уже задолбали всех. Разбились, убились, не родили, не смогли. Министр здравоохранения плохой, Александр Евгеньевич Шепик плохой, все плохие, все плохое. И вот ты выключаешь телевизор и вообще думаешь, блин, идти завтра на работу, или там вообще все уже катастрофа.